أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Хвала Аллаху, Господу миров. Благой конец уготован богобоязненным, и враждовать следует только с беззаконниками. Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварищей, и Он покровитель праведных. Я также свидетельствую, что Мухаммад, его раб и посланник, которого Он избрал из числа своих созданий и возлюбил, господин первых и последних, печать пророков и посланников, предводитель тех, кто в судный день предстанет с украшенными руками, ногами и лицом на местах омовения, которые они совершали в Дуне. О Аллах, благослови его, его семью и жен, его достойных и благочестивых сподвижников и тех, кто за ним последует вплоть до судного дня. А затем, братья мои и сестры, я люблю вас ради Аллаха и прошу Аллаха, чтобы Он всегда постоянно объединял нас на повиновение Ему в этом мире, и чтобы в судный день Он собрал всех нас в Его раю, в обители щедрости, вместе с пророками, праведниками, шахидами и благодетелями. И как же прекрасны они в качестве товарищей. Как ты можешь осчастливить свою жену? Как ты можешь завоевать сердце своей жены? Как ты можешь заполучить сердце своей супруги? Это важный вопрос, который нуждается в подробном ответе. И я прошу Всевышнего Аллаха помочь мне ответить на него в этот благословенный вечер. Даровать мне правильность, благоразумие и сознательность. Воистину, Он может это сделать. Любимые в Аллахе братья и сестры, Всевышний Аллах наделил Бану Адам, людей, милостью брака. Он сказал, среди его знамений то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом знамение для людей размышляющих. Аллах проявил к нам свою милость, даровав возможность вступать в брак. Брак Он сделал одним из Его блестящих и ярких знамений, из свидетельств Его удивительной мощи. Женщины были созданы для мужчин, и для женщин были созданы мужчины. Если кто-то из мужчин считает, что он сможет жить хорошей жизнью, не имея жены, он заблуждается. Если какая-то женщина решит, что сможет обойтись без мужа, она будет обманывать саму себя. Воистину, брак — это милость и дар Аллаха. Воистину, брак — это знамение. Воистину, брак — это милость и милосердие. И воистину, ни мужчина, ни женщина не могут обойтись без брака. Брак относится к милости Аллаха, к знамениям Всевышнего Аллаха. Вместе с этим, мужья и жены часто начинают жаловаться друг на друга после того, как с начала их супружеской жизни проходит год, 2 или 3. «Шейх, я чувствую холодность. Шейх, я чувствую, что моя жена изменилась.
Нет, я женился не на ней. У нее стал совсем другой вид. Она по-другому говорит, по-другому относится ко мне. Она изменилась. Она полностью изменилась. На 360 градусов. Я чувствую, что она не любит меня, избегает меня. Я перестал слышать от нее приятные слова. Не вижу от нее тех хороших дел, которые она делала раньше, в начале нашей совместной жизни, в медовом месяце, в первом месяце нашего брака или на первом году нашей жизни. Чтобы наши семьи заполнились любовью, симпатией, милосердием и любовью, чтобы мы зажгли огонь любви и симпатии после того, как он погас и остыл, чтобы мы чувствовали, что живем у себя дома хорошей, счастливой жизнью. Что должен делать мужчина, чтобы завоевать сердце своей жены? Что должен делать мужчина, чтобы осчастливить свою жену? Об этом мы будем говорить подробно в эти благословенные минуты. Эту тему я затронул много лет назад. Была издана книга, выпущена кассета, и Аллах сделал так, что люди одобрили ее, и хвала одному Аллаху, по милости которого совершаются благие дела. Чтобы ты осчастливил свою жену, чтобы ты завоевал сердце своей жены, вначале ты должен покаяться Аллаху и просить Его о прощении. Покаяние и мольба о прощении. А какая связь между покаянием и мольбой о прощении и тем, чтобы я завоевал сердце своей жены? Ответ. Твой раздор в семейной жизни, печали и ссоры могут происходить по причине твоих грехов, в качестве наказания от Аллаха для тебя в этой дуне. Разве ты никогда не читал слова твоего Всевышнего Господа? А кто отвернется от моего напоминания, того ожидает тяжкая жизнь. Из-за твоего греха Аллах наказывает тебя твоей жене. Все эти проблемы, холодность в отношениях, тягости, несчастье, вражда, ссоры, разногласия, все это является твоим наказанием. По причине твоих грехов. Это может быть та самая тяжкая, тягостная жизнь из-за того, что ты отвернулся от своего Господа, по причине твоего погружения в грехи. Разве ты никогда не читал слова Всевышнего Аллаха, верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, мы непременно одарим прекрасной жизнью. Тому, кто кается своему Господу, проявляет усердие подчинения Аллаху, Аллах пообещал даровать прекрасную жизнь. Так что покайся Аллаху. Разве ты не знаешь, брат мой, любимый в Аллахе брат, что в основном несчастья не спосылаются исключительно по причине грехов? И что помочь в этом случае может только покаяние? Не читал ли ты то, что упомянул Ибн аль-Каим аль-Джаузия в своей интересной книге «Болезнь и лекарство»? Когда Сулейман, алейхиссалям, вышел, чтобы прочитать намаз для испрашивания дождя для Бану Исраиль, он увидел муравья, который лежал на спине, поднял свои конечности к небу и говорил: «О Господь! О Аллах! Воистину, Ты знаешь, что несчастье не спосылается только за грехи, и помочь может лишь покаяние. Мы одни из Твоих созданий. Так не умерщвляй нас из-за людских грехов». И пошел дождь. Сулейман, алейхиссалям, сказал людям: «Вернитесь, достаточно было дуа муравья». В большинстве случаев несчастье не спасается только из-за грехов. Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки. За ваши грехи, тягость, которую ты видишь у себя дома, может быть по причине твоих грехов. Покайся своему Господу. Посмотри на себя. Исправь свои ошибки. Вернись к своему Господу. И не забывай слова, которые сказал один благочестивый раб: «Воистину, я нахожу злополучие моего греха в своем верховом животном, в своем доме
и в плохом нраве моей жены. Один из праведников говорит: я вижу, как мои грехи влияют на нрав моей жены. Ничего, вернись к Аллаху. Она постоянно недовольна, зла. Все время что-то просит. Дай, дай. И все это из-за твоих грехов. Воистину, я нахожу несчастье моего греха в своем верховом животном. Машина постоянно ломается. В своем доме, там плохие соседи, и в плохом нраве моей жены. Поэтому, во-первых, чтобы ты был счастлив в дуне и ахирате, покайся своему Господу. Второе, искренность. Будь искренним. Будь искренним. Помощь от Всевышнего Аллаха придет в зависимости от твоего намерения, и награда от Аллаха будет зависеть от твоей выдержки и проявления терпения. В основе мусульмане не должны делать ни одного движения, не желая при этом достижения довольства Аллаха. Мы женились только в качестве поклонения Аллаху, подчиняясь Его посланнику, мир ему, благословение Аллаха. Мы хотим иметь детей только для того, чтобы они служили религии. Мы женились только ради Аллаха. В браке есть очень много благочестивых, хороших намерений, о которых можно говорить всю передачу. Будь искренним. Не забывай, что твой Всевышний Господь сказал: «Скажи, воистину, мой намаз и мое жертвоприношение или поклонение, моя жизнь, вся моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров». Всевышний Аллах также сказал: «А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне». Ты, муж, мужчина, если ты сформируешь у себя хорошее намерение в браке, все твои движения или отсутствие движения в твоей супружеской жизни превратятся в поклонение. Из-за благого намерения самые обычные дела становятся поклонением. При правильном намерении ты поднесешь кусочек еды к рту своей жены, и это будет записано тебе как садака. Представил себе? Просто сформируй у себя хорошее намерение. Тогда твой ночной разговор с женой, развлечение жены превратится в поклонение. Тогда то, что ты тратишь на свою жену, подарки для жены, будут садакой. На самом деле, в ахирате ты обнаружишь это в перечне твоей милостыни. Тогда ты красиво оденешься, надушишься, приведешь в порядок волосы, чтобы обрадовать свою жену. И эти действия будут записаны тебе как благие дела. Просто будь искренним. Итак, первое, покайся Аллаху. Второе, будь искренним. Третье, проси помощи у Аллаха. Я хочу завоевать сердце моей жены, чтобы она полюбила меня, чтобы та любовь, которая охладела и погасла, вновь ожила в ее сердце. Что мне делать? Проси помощи у Аллаха, брат. Проси помощи у Аллаха. И не будь слабым. Господь миров научил нас обращаться к Нему за помощью при любой ситуации. Всевышний Аллах сказал: «Тебе одному мы поклоняемся, и Тебе одного мы молим о помощи». Он научил нас, как нам надо говорить: «Тебе одному мы поклоняемся, и Тебя одного молим о помощи». Также нас научил Его посланник, мир ему, благословение Аллаха. Имам Ахмад и Ат-Тирмизи привели достоверный хадис от Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими и всеми сподвижниками, что посланник Аллаха, мир ему, благословение Аллаха, сказал: «Если ты просишь, то проси у Аллаха». И это длинный хадис. Если ты просишь, то проси у Аллаха. Если ты просишь о помощи, то проси о помощи Аллаха. Мужчина, он тот, кто считает, что сердце его жены изменилось, что огонь любви потух в ее сердце. Вот тот, кто так думает, позволь мне тебя спросить: кто владеет сердцем твоей жены? Господь миров. Людские сердца между пальцами Аллаха, и Он переворачивает их так, как пожелает. Так нас научил посланник Аллаха, мир ему, благословение Аллаха. В достоверном хадисе: все, проси помощи у Аллаха. Когда ты будешь делать земной поклон, скажи в своем дуа: «О Господь, сделай так, чтобы она полюбила меня, и сделай так, чтобы я полюбил ее. О Господь, не отвращай ее сердце от меня, и не отвращай мое сердце от нее. О Господь, не отклоняй ее внимание от меня, и не отклоняй мое внимание от нее». Обращайся о помощи к Аллаху.
Четвертое. Переходим к конкретике. Ты должен говорить приятные слова. Приятные слова. С помощью приятных слов ты захватишь в плен сердце женщины, заполучишь ее сердце и душу. Пророк, мир ему, благословение Аллаха, научил нас этому и сказал: воистину, красноречие есть колдовство, и воистину, в стихах есть мудрость. Имам Малик привел Аль-Муатта, и этот хадис передали также другие, что пророк, мир ему, благословение Аллаха, сказал: воистину, в красноречии есть колдовство. Он сказал нам, что благое слово — это садака. Кто больше всех достоин того, чтобы слышать от тебя приятные слова? Твой отец, твоя мать, твоя жена и твои дети. Мужчина сидит в гостиной со своими друзьями, веселит их, смешит, показывает свой хороший характер. И люди любят его. Как только гости уходят, он превращается в Абу Ляхаба. Прикрикивает, хмурится, сердится. Как не стыдно. Люди, которые прежде других достойны того, чтобы радоваться с тобой, люди, которые прежде других достойны лицезреть твою улыбку и слышать от тебя приятные слова, это твоя семья и жена. Хорошим словом ты на самом деле можешь захватить сердце своей жены, завоевать ее душу. Из-за плохих слов, дурного жестокого нрава, грубости и неотесанности твоя жена возненавидит тебя и всех мужчин. Так бойся Аллаха, о раб Аллаха. Женщина нуждается в проявлении чувств больше, чем в новом платье или в двухкамерном холодильнике. Поверь мне. Я считаю, что женщина нуждается в чувствах больше, чем в хлебе. Она может жить в хижине, но ты будешь с ней очень хорошо обращаться, вежливо, с почтением. Со рта мужа будет выходить лишь сотовый мед, и она будет терпеть. Она будет тебя любить, будет стоять за тебя. Если же она будет жить во дворце, но ты будешь обращаться с ней грубо, невежливо, невоспитанно, она будет слышать от тебя одни гадости, она возненавидит тебя. Поэтому, если ты хочешь завоевать сердце своей жены, говори приятное. Нежно прикасайся к ней, гляди на нее с любовью. Воистину, глаза могут выразить чувства лучше, чем слова. Учись у господина человечества, Мухаммада, мир ему, благословение Аллаха. Пророка Мухаммада, и этот хадис находится в Сахихе Аль-Бухари, однажды спросил Амр бин Ас: «О посланник Аллаха, кого из людей ты любишь больше всего?» Он ответил: «Аишу». Так пророк объявляет всем прилюдно, что из всех людей, живущих на земле, он больше всего любит свою жену Аишу. Амр спросил: «А из мужчин?» Он ответил: «Ее отца. Какой баракат вошел в ваш дом, о Абу Бакр? Да будет Аллах доволен тобой». Пророк сказал: «Ее отца». Амр спросил: «А потом кого?» Пророк ответил: «Умара». А потом, и пророк называл имена разных людей, и Амр замолчал. Амр мечтал, чтобы пророк сказал, что он любит Амра, но до него он упомянул Аишу и разных других мужчин, помимо Амра, и он замолчал. К приятным словам относится то, чтобы ты подобрал для своей жены красивое прозвище. Пророк Мухаммад, мир ему, благословение Аллаха, ласково назвал Аишу Аиш или Аль-Хумейра, потому что она была белой и красивой, и у нее было белое лицо. Поэтому он назвал ее Хумейра. Эти красивые прозвища обрадуют твою жену. Жена обрадуется, она будет любить своего мужа. Называй свою жену красиво, и она почувствует радость. Луна моя, уточка, кошечка и так далее. Но если ее зовут Джамалят, не говори «верблюдик мой». Ее зовут Факиха, не говори ей «добро пожаловать в фруктово-овощной рынок». То есть надо называть ее чем-то красивым. Это относится к благому слову. К приятным словам относится то, чтобы ты хвалил ее перед ее родственниками. Да, клянусь Аллахом, твоя теща пришла в гости. Так скажи ей в тот момент, когда твоя жена слышит ваш разговор: «Джазакилляху хейран». Ты воспитала свою дочь и сделала это прекрасно. Ты подарила мне сокровище. Джазакилляху хейран. Твоя жена аж затрясется от восторга. Ее сердце запляшет от радости. Даже если она знает, что ты врешь, она обрадуется. Твой тесть приходит в гости, ты говоришь ему, когда твоя жена слышит: «Пусть Аллах окажет тебе почет. Какой прекрасный из вас получился родитель. Вы подарили мне бесценный подарок.
Клянусь Аллахом, дядя, ты даже не знаешь, что я говорю о тебе в твое отсутствие. А в его отсутствие ты говоришь, достаточно нам Аллаха, и прекрасен он в качестве покровителя. Это все из-за него. Клянусь Аллахом, со мной случилось такое несчастье. Даже если она знает, что ты смеешься над ней, она полюбит тебя. Ее сердце привяжется к тебе. Эти слова, клянусь Господом Каабы, даже если неправильны и неправдивы, заставят сердце жены плясать от радости и летать от счастья. Они заставят ее полюбить тебя больше и больше. Она приблизится к тебе ближе и ближе. Господь миров говорит: воздают ли за добро иначе, чем добром? К хорошим словам относится разговор по телефону. Мы сейчас живем в эпоху сотовых телефонов. Сотовый в руках, стационарный дома. Ты никогда не думал позвонить своей жене? Как часто разговаривают после заключения брачного договора и до первой брачной ночи? А теперь все? Приятные слова, пока идешь на работу. Вырази во время этого звонка красивые чувства, теплые эмоции. Сообщи ей, что ты сгораешь от страсти по ней, несмотря на то, что ты только час или два как ушел от нее, и что ты хочешь, чтобы стрелки часов бежали быстрее, опережая время, чтобы твой взгляд наконец-то упал на самого прекрасного человека, самую красивую, по твоему мнению, женщину. Клянусь Аллахом, сделай этот звонок до того, как ты придешь домой, а потом посмотри, как твоя жена тебя встретит. Чем мы тебя утруждаем? Этот звонок — поклонение Аллаху, айбадат. То есть деньги за этот звонок не пропадут даром. За него ты получишь у Аллаха многую награду, не говоря уже о том, какую компенсацию за один звонок ты обнаружишь у себя дома, когда вернешься. К хорошим словам относится то, чтобы ты хвалил ее красоту. Это для нее самое главное. Надо было это сделать первым пунктом. К хорошим приятным словам относится то, чтобы ты прославлял ее красоту, ее красу, ее прекрасную прическу, элегантность ее одежды, ее замечательный вкус, подбор и цвета одежды. Мужчина, твоя жена стоит час перед зеркалом. Что только она не делает. Накладывает на волосы бигуди, накладывает на лицо маску из огурца, меда, йогурта. И что, это все? Это последний писк моды? Все? Ты все сделала? Ты просто как Вирджиния, королева красоты. Зачем ты так сказал? Ты убиваешь ее этими словами. Сделала конский хвост. Скажи, невероятно, какая неземная красота. Сделала львиную гриву. Маша Аллах, прелесть. Как мы изменились? Хвали ее. Похвали ее одежду. Похвали ее красоту. Даже если чересчур, все равно похвали. Клянусь Аллахом, она будет тебя любить. Одна жена говорит: я стою перед зеркалом, украшаясь, надеваю украшения, а затем ко мне приходит мужчина, подобный неодушевленному существу. Он ничего не видит и ничего не чувствует. Она не любит его, она жалуется на него. Другой женщине подруга сказала: а ты красивая. Она ей сказала: какая красота? Она ответила: о, если бы мой муж смотрел на меня твоими глазами. У меня дома муж словно ничего не видит. О, если бы мой муж смотрел на меня твоими глазами. А этот муж порицает свою жену за то, что она не украшается только тогда, когда в гости к ней приходят ее подруги. Возможно, причина в том, что те подруги выражают ей свои чувства и видят ее красоту. А он просто как бесчувственный камень, который в упор ничего не замечает. Раб Аллаха. Благое слово — это садака. К благому слову относится то, чтобы ты хвалил ее внешний вид. Одна женщина сказала, когда ее сестра похвалила ее внешний вид: «Воистину, мой муж не видит красоту». Так что, любимый мой брат в Аллахе, ты должен говорить приятные слова. К этому вопросу также относится то, что сказал наш пророк, мир ему и благословение Аллаха: не оскорбляй. Когда один сподвижник спросил, каковы права жены на своего мужа, пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил, чтобы он кормил ее тем, что ест сам, одевал ее, если сам оделся, не давал ей пощечины, не оскорблял и не покидал ее, кроме как в постели. Не оскорбляй. Остерегайся того, чтобы говорить ей: ты плохая, все, ты страшная, некрасивая, твое время прошло.
Ты вообще как думаешь? Ты женщина? Ты других женщин-то видела? Вот ведущая, это актриса. Ты видела, какие они? А такую-то нашу соседку ты видела? Видала? Этими словами ты убиваешь ее, режешь ее. Так бойся Аллаха, о раб Аллаха. Даже если твоя похвала в адрес жены ложь, то есть ты говоришь неправду, шариат разрешил это и не считает это ложью. Послушай, Муслим привел в своем сахихе от Кульсум бинт Акбы, да будет доволен ею Аллах, что она сказала: «Я слышала, что посланник Аллаха, мир ему, благословение Аллаха, разрешал что-либо лживое из того, что говорят люди, только в 3 случаях. На войне, для примирения людей, и тогда, когда муж говорит со своей женой, а жена говорит со своим мужем». Да. Он говорит ей: «Ты подобна луне», а на самом деле ее стыдно кому-то показать. Он говорит: «Я даже не знаю, клянусь Аллахом, если бы Аллах не почтил меня тобой, как бы я жил?» Конечно, ты бы женился на ком-нибудь другом и говорил бы ей то же самое. Но все равно скажи: «Я не знаю, клянусь Аллахом, что бы со мной тогда было? Такую, как ты, нигде не найдешь. Во всей дуне есть только одна женщина, это ты. Клянусь Аллахом, клянусь Аллахом. Ты знаешь, если бы в раю все гури имели твою внешность, в раю только из-за этого уже было бы очень хорошо». Конечно, если бы рай был такой, это был бы уже не рай. Это неправильные слова. То есть, по сути, это ложь. Но говорить такое можно. Разрешено. Так поучись, любимый в Аллахе брат, у господина всех мужей, пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Учись у сахабов, как они выбирали красивые слова для жен. Наш господин Али, герой ислама, неустрашимый всадник, он находил время для того, чтобы сочинять красивые слова и говорить их своей жене. Красивые слова. Он радовал ее ими. Однажды Али вошел в свой дом и увидел в руке Фатимы, да будет доволен ею Аллах, сивак. Она чистила им зубы. Она чистила им зубы. Он начал заигрывать с ней мягкими, изящными словами и обратился к сиваку после того, как взял его из ее руки. «Ты выиграла, о ветка арака, ее уста. Разве ты не боялась, ветка арака, что я тебя увижу? Если бы ты относилась к тем, с кем можно сражаться, я бы убил тебя, но никто не победил меня, сивак, кроме тебя». Субханаллах. Наш господин Али тратил время на то, чтобы придумать слова, красивые стихи, которые можно сказать своей жене. Где наши мужчины? И где такие слова? Аль-Кады Шурейх обратился к своей жене со стихом: «Я видел мужчин, которые бьют своих жен, но моя рука отсохнет, если я побью Зейнаб. Зейнаб — это солнце, а другие женщины — звезды. Если она взойдет, остальных не останется». Я салям. Он говорит: ты, Зейнаб, среди женщин, подобно солнцу среди остальных планет. Это приятные слова. Харун ар-Рашид, повелитель правоверных, правит половиной земного шара. И в то же время он сочиняет для своей жены любовные стихи. Послушайте. Харун ар-Рашид однажды сидел со своими друзьями и обратился к Аль-Аббасу бин Ахнафу. Он сказал Аль-Аббасу бин Ахнафу: «Какие арабские стихи самые нежные?» То есть, я хочу знать самые нежные стихи, которые мужчина писал своей жене. Аль-Аббас ответил: это стихи Джамиля про Бусейну. Джамиль и Бусейна были как Антара и Абля, Кейс и Лейла, Кейс и Любна. Аль-Аббас сказал: это стихи Джамиля про Бусейну. Это самые нежные стихи. Он спросил: и что в них говорится? Он сказал: о, если бы я был слепым и глухим, и Бусейна бы меня вела, ее слова не скрывались от меня. О, если бы я был слепым и глухим, и Бусейна бы меня вела, ее слова не скрывались бы от меня. Он говорит, что хочет услышать из уст Бусейны хотя бы 2 слова, даже если потом он ослепнет и оглохнет, и его надо будет водить. Он говорит, что ему в этой дуне нужно только услышать ее голос. Какой красивый стих.
Ар-Рашид сказал ему: «Твой стих, о Аббас, более нежный, чем стих Джамиля про Бутейну». Аль-Аббас бин Ахнаф не понял. В смысле, какой мой стих? Он ответил: «Твои слова. Страсть обошла всех рабов Аллаха, пока не остановилась у меня». Аль-Аббас бин Ахнаф сказал: «Твои слова, о Амир аль-Муминин, еще более нежные». Послушай, что Харун ар-Рашид говорил своей жене Зубейди. Самый нежный стих, который мужчина говорит своей жене. Что это? Харун, который правит половиной земного шара, говорит своей жене Зубейди: «Недостаточно ли тебе, что ты владеешь мной, и что все люди мои рабы, и что если ты отрежешь мне руку и ногу, я скажу из-за своей страсти к тебе: молодец, давай еще». Я салям. Харун говорит Зубейди: «Недостаточно ли тебе, что ты мной владеешь, и что все люди мои рабы, и что если ты отрежешь мне руку и ногу, из-за своей страсти к тебе я скажу: молодец, давай еще». Приятные слова, о рабы Аллаха. К приятным словам относится то, чтобы ты с похвалой отзывался о домашних делах. Мужчина, если женщина первая из семьи, кто просыпается, и последняя из членов семьи, кто ложится спать, разве она не нуждается в словах благодарности? Первая, кто просыпается, она. Последняя, кто ложится спать, она. Ваше Величество спит, а твой грудной сын начинает кричать: «Кто проснется?» Она. Даже если проснулся ты начнешь толкать жену: «Иди разберись со своим ребенком», как будто это соседский ребенок, а не твой. Если она первая, кто просыпается, последняя ложится спать, разве ей не нужно выразить благодарность за ее воспитание детей? За то, что она убирает дом? За то, что она готовит тебе еду? За то, что она стирает твою одежду? За то, что она ее гладит? Похвали ее за это. Есть такие мужья, которые в упор ничего не видят. Нет, на самом деле, когда ты уходил из дома, в доме был беспорядок, диван стоял на шкафу, а шкаф был под кроватью. Везде валялись игрушки. И вообще, все было плохо. Вернулся с работы. Маша Аллах, дом чистый, порядок, хороший запах. Перед тобой твои дети. Причесанные, помытые, хорошо пахнут. И даже не скажет «Джазакилляху хейр». Кто не благодарит людей, тот не благодарит Аллаха. К приятным словам относится то, чтобы ты хвалил ее еду. Она ставит еду перед тобой. Ты кладешь кусочек в тарелку, чтобы есть. Она приготовила тебе острые запеченные баклажаны. Берешь вот так, кладешь кусочек в рот. О Аллах! Как будто бы кинул кусочек в Средиземное море. Еда очень острая. Потерпи. Возьми кусочек и скажи: «Аллах! Я чуть не съел все 10 пальцев. До того это вкусно, а ты хочешь съесть пальцы из-за того, что еда острая и плохо приготовлена. Но приятное слово даже в этом, клянусь Аллахом, сделай так, что она полюбит тебя. Она кладет перед тобой еду. Что это за еда? Что это вообще такое? Постоянно хватается за зубы, а потом говорит: ты пересолила, ты недосолила, ты ей надоешь, она не будет тебя любить». Пятое. Чтобы осчастливить свою жену, ты должен ласково с ней обходиться и шутить с ней. Сподвижник Джабир бин Абдилля говорит, и этот хадис находится в 2 сахихах: мы были на Газавате вместе с пророком, мир ему и благословение Аллаха. Когда мы вернулись и подошли близко к Медине, я сказал: «О посланник Аллаха, я недавно женился. Я молодожен». Как вы знаете, молодожен всегда торопится прийти домой. Но после 5-6 лет брака он говорит начальнику: «Можно взять дополнительное время на работе?» Он не хочет идти домой. 99% мужчин, которые сидят в кафе до 2-3 часов ночи, страдают от неудачного брака. Их брак провалился. Если бы он находил счастье в доме, он бы не выходил наружу. И вот Джабир говорит ему: «Я недавно женился». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Ты женился, Джабир?» Он ответил: «Да». Он спросил: «Ты женился на девственнице или на женщине, побывавшей замужем?» Он ответил: «На побывавшей замужем». И он ответил ему предложением, которое вы, мужчины, должны выучить наизусть. Запомните это, мужчины.
Он спросил: а почему не на девственнице? Ты бы играл с ней, и она играла бы с тобой. Ты смеялся бы с ней, и она смеялась бы с тобой. То есть в мусульманских домах должны быть шутки, разрешенные игры и развлечения. В них должен быть смех, должна быть жизнь. Это не тот мужчина, которого постигла супружеская немота. Его жена говорит с ним, а он: хорошо, ладно, а сам разговаривает по сотовому. Чтобы она сказала ему 2 слова за 3 минуты, проходит полчаса, а он все держит мобильник. Эти мобильники испортили семьи, погубили семейные собрания. Наши семьи не должны быть такими. Муслим привел в своем сахихе хадис от Аиши, да будет доволен ею Аллах, которая сказала: послушайте и поучитесь у вашего пророка Мухаммада, мир ему благословение Аллаха, как он забавлялся со своей женой, как он шутил с ней и ласково обходился. Аиша говорит: пророк Аллаха давал мне кость, и я обгладывала ее. Она ела с кости мясо. Затем он брал кость и обгладывал ее, пока не прикладывал рот к тому месту, которое ела я. То есть он давал ей кость своей рукой, вот так, она откусывала кусок мяса, он смотрел, с какого куска она откусила, и начинал с противоположной стороны, с того места, куда прикасался ее рот. Он также давал ей стакан с молоком или другим питьем. Она пила, потом он брал стакан, смотрел, откуда она пила, и пил за тем местом. Если ты сделаешь так со своей женой, она будет тебя любить или нет? Мужчина, пророк учит тебя, что когда ты кладешь кусочек еды в рот своей жены, тебе будет записано садака. Корми ее со своих рук. Или же ты из тех людей, которые никогда не испытывают милосердия, покорми ее со своих рук. Положи кусочек 2-3 в ее рот. А дети, шейх? Дети сидят вокруг нас. Ну и пусть сидят. Ты что, делаешь что-то харамное? Запретное? Что-то позорное? Так ты практически и на своем примере научишь своих детей, как им надо будет поступать со своими женами в будущем. Учись у пророка Мухаммада, мир ему благословение Аллаха. Удивись тому, что было в прошлом. Имам Ахмад, Ан-Насай и Абу Дауд привели достоверный хадис от Аиши, да будет доволен ею Аллах, которая сказала: пророк, мир ему благословение Аллаха, был в одном из своих путешествий, и я была с ним. Тогда я была очень стройной. Пророк сказал людям: выступайте вперед, двигайтесь. И армия двинулась вперед. Потом он сказал: Аиша, будешь ли ты со мной состязаться? В то время пророку было около 60 лет. И он говорит своей жене Аише: будешь со мной состязаться? Это игры, разрешенные игры. Будешь со мной состязаться? Она сказала: да. Мы побежали на перегонки, и я выиграла. Он промолчал. По прошествии некоторого времени она также была с ним в одном из газоватов. Он приказал людям выступать вперед, и они отправились в путь. Он спросил: о, Аиша, будешь бегать со мной на перегонки? Она ответила: и я согласилась, и он обогнал меня. Он начал смеяться и говорить: это тебе за тот раз, это тебе за тот раз. Так посмотри на величие пророка Мухаммада, мир ему благословение Аллаха. Когда пришла эфиопская делегация, эфиопы начали играть копьями. Этот хадис привел Аль-Бухари. Аиша говорит: я начала смотреть из-за его спины. Пророк стоит вот так у двери, держится за столбы у двери, а она стоит за ним и смотрит, как эфиопы играют копьями, и они не видели ее. Аиша сказала. Затем он сказал: насмотрелась? Она ответила: нет, нет, еще не все, подожди, не торопись. Через четверть часа: все, хватит? Не торопись. И она стояла на месте. Что делал пророк? Это называется ласковое обращение, заигрывание, показывание своей любви и симпатии. Чтобы ты завоевал сердце своей жены, о раб Аллаха, ты должен ласково обращаться с ней, заигрывать, шутить с ней и развлекать. Послушай хадис, который привел Абу Я'ля с хорошим иснадом. Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: я пришла к пророку, мир ему благословение Аллаха, с Хузейрой. Хузейра – это еда из муки и мясом, порезанным на мелкие куски. Она сказала: я пришла с этой едой в день Сауды и села рядом с пророком, мир ему благословение Аллаха. Сауда – это вторая жена, и она сидела рядом. Аиша сказала: ешь, о посланник Аллаха. И он поел. Потом она сказала: ешь, Сауда. И Сауда, да будет доволен ею Аллах, заревновала и сказала: клянусь Аллахом, я не буду есть. Аиша сказала: клянусь Аллахом, или ты поешь, или я измажу Хузейрой твое лицо.
Сауда сказала: «Клянусь Аллахом, я не буду есть». Аиша, да будет доволен ею Аллах, положила руку в Хузейру и измазала им лицо Сауды. Так лицо матери правоверных Сауды оказалось испачканным мясом с мукой. Кто с ней сделал такое? Госпожа Аиша. А пророк, мир ему благословение Аллаха, сидел рядом. И посланник Аллаха засмеялся. Он посмотрел на Сауду с испачканным лицом и принялся смеяться. Затем он схватил Аишу за руки и сказал: «О, Сауда, испачкай ее лицо так же, как она испачкала твое». Сауда сделала это, и пророк, мир ему благословение Аллаха, смотрел то на Аишу, то на Сауду и смеялся. Аиша с Саудой также смеялись, пока не услышали голос Умара, который говорил: «О раб Аллаха! О раб Аллаха!» Пророк решил, что Умар сейчас войдет в дом, и сказал им обеим: «Встаньте и умойтесь». Аиша сказала: «И я не переставала бояться Умара из-за того, с каким почтением к нему относился посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Это дом пророка. В нем был смех, игры, ласковое обхождение, шутки. Вот бедуинка. Ей сказали: «Опиши своего мужа». Она сказала: «Мой муж смеется, если приходит, молчит, если вышел, и ест то, что найдет, и не спрашивает о том, что потерял». Мой муж смеется, когда заходит в дом. Заходит в дом и весь такой радостный, источает доброту, мягкость и любезность, и теплоту. Не такой, который приходит и говорит: «У меня натура настоящего мужчины». Когда люди слышат, как я поднимаюсь по лестнице, то убегают и прячутся. «Ты Абу Лахаб, что ли? Это дом Харби? Побойся Аллаха в своей религии. О раб Аллаха! Побойся Аллаха в отношении себя. Веселый муж, добрый, а не грубый и жестокий, хмурый и шумный. Это тот, кого любит его жена». 6. «Чтобы ты, сын мой, завоевал сердце своей жены и влюбил ее в себя, я прошу тебя, ради меня, Аллахом тебя заклинаю, немножко обрати внимание на свою красоту. Позаботься о своем внешнем виде, я тебя прошу». Аль-Байхаки привел хадис, который шейх Аль-Альбани назвал достоверным. Сахих Аль-Джами, что пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Воистину, Аллах красив, любит красоту, любит видеть следы своей милости на своем рабе и не любит несчастье». Братья мои, человека, который сам себя запускает, отвергает правильные души и избегают люди со здоровой природой. Братья, жена любит видеть своего мужа в хорошем виде. Он хорошо пахнет, волосы он привел в порядок, он красиво выглядит. Жены не любят мятых, рваных, потных. Ибн Аббас говорит: «Воистину, я украшаюсь для своей жены». Великий ученый, Тарджуман Корана, говорит: «Воистину, я украшаюсь для своей жены, так, как я люблю, чтобы она украшалась для меня». Воистину, Аллах говорит: «Согласно установленному порядку, жены имеют такие же права, как и обязанности». Он говорит: «Я возненавидел жену, она не следит за собой, она всегда одевает балахон синего цвета, как тюремная роба, повязывает страшный платок и еще не пойми что. Я тебя прошу посмотреть в зеркало, как выглядишь ты. Она ведь хочет, чтобы ты тоже хорошо выглядел. Ты говоришь, что она не следит за собой. Но ты тоже должен ее радовать. Согласно установленному порядку, жены имеют такие же права, как и обязанности». Ибн Мас'уд, это был один из сахабов, которые сильнее всего следовали за посланником Аллаха, мир ему благословение Аллаха, украшался и говорил: «Разве ты не хочешь подобного от твоей жены?» Пророк Мухаммад, братья, до того, как зайти в дом, до того, как зайти, вытаскивал сивак и чистил им зубы. Чистил зубы сиваком, а также язык. И зубы, и язык. Он был человеком, от которого лучше всего пахло, был самым красивым человеком, самым чистым человеком, самым прекрасным человеком. Мир ему благословение Аллаха. Пусть Аллах поможет женщине, которая чувствует от своего мужа запах сигарет. Это ужасно. Ас-Сиддик говорил: «О посланник Аллаха, мне нравится, чтобы моя одежда была красивой и моя обувь красивой». Сподвижник говорит пророку, что он любит, чтобы его обувь была чистой, потому что жизнь пустынная, везде песок, пыль, земля, и обувь пачкается. Это сподвижники. Они поддерживали красивый вид. Одежда может быть очень дешевой,
Джалябия за 20 гиней, но чистая, глаженная. В таком виде ты входишь в дом. Причеши волосы, я тебя прошу. В хадисе Зара, 8-я женщина, которая хвалила своего мужа, сказала: «Мой муж как заяц на ощупь, и от него исходит прекрасный запах». В этом хадисе она восхваляет своего мужа и говорит, что он красивый, у него хороший запах. На ощупь он как заяц, а запах приятный. Что касается мужа, который сидит в своем доме с лохматой головой, плохим запахом, грязной одеждой, вне всякого сомнения, его не будут любить. Он сидит в доме в пижаме, доставшейся в наследство от его отца, которую он купил в 1967 году. Во времена депрессии один рукав вот так оторвался. Майка вся в дырках, как рисуют в карикатурах. Майка с глазами. А потом он пахнет так, что даже если Иблис понюхал бы, то сказал: «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим». Как она полюбит тебя в таком виде, брат? Как она полюбит тебя? Нормальные люди любят хороший внешний вид, хорошие запахи. Я прошу тебя, следи за своим внешним видом. 7. Чтобы твоя жена любила тебя, будь с ней щедрым, остерегайся скупости. Не будь скупым. Я скажу сейчас, в прямом эфире, не выдавайте замуж ваших дочерей за скупых. Самая ужасная болезнь — скупость. Кто-то скажет: он знает наизусть священный Коран, весь. Он знает наизусть Аль-Бухари и Муслима. Скупой? Такого нам не надо. Воистину, скупость — это порицаемое бедствие. Если жена испытана скупым мужем, это значит, что Аллах испытал ее великой бедой. А как же иначе? Аль-Хаким привел достоверный по условиям Муслима хадис от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал делегации Бану Ляхьян: «Кто ваш господин? Кто у вас главный, Бану Ляхьян?» Они ответили: «Аль-Джид бин Кайс, но он человек, в котором есть скупость». И пророк сказал одно предложение, запомните его. Он сказал: какая болезнь хуже, чем скупость? В этом скупце сосредоточено все самое плохое. Почему? Каждый скупец — лжец. Каждый скупец — лжец. И к нему придет сирота и попросит что-нибудь дать. Он скажет: нет, откуда у меня что-то? Я сам сплю на кафеле. Это ложь. У него есть деньги. Каждый скупец — трус. Он боится завтрашнего дня. Трус. И у скупца нет доверия к Аллаху. У скупца нет мужественности. Его сосед может помирать с голоду, а его это не касается. Ан-Насаи привел Сунни достоверный хадис, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: вера и скупость не соберутся вместе в сердце верующего. Уммуль-Банин, сестра Умара бин Абдуль-Азиза, говорила: тьфу на скупца. То есть тьфу на него, на скупца. Тьфу на скупца. Если бы скупость была рубахой, я бы не надела ее. Если бы скупость была дорогой, я бы не пошла по ней. Если бы скупость была рубахой, я бы не надела ее. Если бы скупость была дорогой, я бы не пошла по ней. Наш пример для подражания — пророк Мухаммад. Был самым щедрым и великодушным из людей, самым смелым из людей. Мир ему, благословение Аллаха. Будь щедрым со своей женой. Хочешь, чтобы твоя жена тебя любила? Будь с ней щедрым. Братья, люди любят благодетелей, даже если они нечестивцы. И ненавидят скупцов, даже если они благочестивые. Кто-то нечестивец, грешник, но щедрый. Когда у кого-то проблема, он подает руку помощи. Великодушный, валлахи, люди любят его. Другой же может быть имамом мечети, который дает пятничные проповеди, но скупой, и люди не любят его. Знай, о раб Аллаха, что твое содержание и траты на свою жену и детей — садака. Я не могу забыть женщину, которая пришла ко мне в мечеть и сказала: «Шейх, клянусь Аллахом, мой муж каждый день измеряет уровень масла в бутылке. Клянусь Аллахом, каждый день мужчина получает 35 гиней или 50 гиней, то есть в месяц 1500 гиней, и измеряет масло сантиметром.
Сегодня в бутылке масла 20 сантиметров, завтра стало меньше. Это трагедия. Что это? Послушай хадис, который привел Аль-Бухари и Муслим. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: динар, который ты потратил на пути Аллаха, динар, который ты потратил на освобождение раба, динар, который ты потратил на бедняка, и динар, который ты потратил на свою семью. Самую большую награду ты получишь за то, что потратил на свою семью. Будь щедрым, и она полюбит тебя. Каждый раз, как Аллах наделяет тебя деньгами, увеличь ее содержание. Каждый раз, как Аллах дарует ему что-то, благоразумный человек тратит деньги на жену, на детей, на семью. 8. Чтобы твоя жена любила тебя, ни в коем случае не делай так, чтобы она почувствовала, что ты поработил ее. Пророк говорил: лучший из вас тот, кто лучше обращается со своей семьей, и я лучше всех вас отношусь к своей семье. Хадис привел Аль-Бухари. Когда Аишу спросили, каким пророк был дома, каково было его положение, она ответила: он помогал семье, штопал свою одежду, чинил обувь, доил овцу, подметал дом. Пророк Мухаммад мог сам чинить свою одежду, мог сам подметать мусор, хотя в тот момент был женат на 9 женщинах. Он никогда не давал почувствовать своей жене, что она его служанка или что она его рабыня. В наше время некоторые мужья говорят женам: я тебя завел, чтобы ты служила детям. Давай, пошла работать. Хорошо, любимый брат, но она ведь не прислуга. Ты не покупал ее на рынке рабов. Она свободная женщина, дочь свободных людей. Так побойся Аллаха в отношении своей религии, брат мой. Что это значит? Помоги ей в ее домашних делах. Приготовь ей хоть раз еду. Или купи по дороге домой что-нибудь, хотя бы хлеб. Что это я на себе должен нести хлеб? Чтобы я нес на себе хлеб? Ты или твой отец лучше, чем Умар бин Аль-Хаттаб? Умар нес еду для своей семьи, будучи халифом, повелителем правоверных. Подай стакан чая своей жене, хотя бы раз. После того, как вы поедите, встань и отнеси вместе с ней тарелки на кухню. Ради Аллаха, это тем более надо делать, когда она болеет. Конечно, мы не можем это делать всегда. Очень сложно работать и вне дома, и дома. Но если твоя жена болеет, человек болеет, помоги ей, принеси ей стакан чая. В чем проблема? И не забывай, что Аллах сказал: и обращайтесь с женщинами по-хорошему. К видам порабощения относится то, что муж поносит свою жену, унижает, бьет ее без шариатской на то причины и неразрешенным шариатом способом. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, объявляет нам: обращайтесь со своими женами хорошо. Этот хадис привели Аль-Бухари и Муслим. Бойтесь Аллаха по отношению к своим женщинам. Хадис привел Муслим. Так где мы, а где руководство нашего пророка? К сожалению, даже семьи братьев бывают заполнены проблемами. 9. Чтобы твоя жена любила тебя, не давай ей понять, что можешь без нее обойтись. Покажи ей, что ты не можешь прожить без нее и часа, что дом без нее превращается в кладбище, что в твоей жизни без нее наступает паралич и адский огонь. Пророк Мухаммад привык к тому, что его голову мыла госпожа Аиша. Он был в мечети, а она дома. Он позвал ее, чтобы она помыла ему голову. Она сказала: у меня менструация. Он приблизился к стене, просунул голову в окошко, которое выходило из мечети в его дом, и сказал: сейчас помой мне голову, Аиша. Зачем он это сказал? Он хотел показать, что не может обойтись без нее. Иногда он мог просовывать голову в ее комнату, когда у нее была менструация, и читать Коран. Когда у иудеев, у женщины начиналась менструация, с ней обращались как с чесоточной собакой. Ее не кормили, не приближались к ней, и было много других разных запретов. Что касается нас, то наш Господь сказал: они спрашивают тебя о менструациях, скажи, они причиняют страдания, посему избегайте половой близости с женщинами во время менструации. Сахабы спросили: а что нам с ними делать? Он сказал: все, кроме половой близости. 10. Дари жене подарки. Ты хочешь, чтобы она тебя любила? Дари подарки. Ты не читал, какой хадис привел Аль-Бухари? Валь-адаб аль-муфрад. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: дарите друг другу подарки, и вы полюбите друг друга. Воистину, подарок может оказывать волшебный эффект на людские души. Подарки потушили ненависть, злобу, собрали ранее разобщенные сердца мусульман и сблизили души. Дари своей жене то, что можешь, даже если это что-то маленькое. Когда идешь домой, купи своей жене цветов жасмина за гиней. Пусть она сделает из них себе ожерелье.
Смысл не в том, какая цена у подарка. Смысл в том, что ты помнишь о ней, что ты любишь ее. Или купи ей открытку за 5 кыршей, или за гиней, чтобы написать там красивые слова. Абая, флакон духов, красивый платок, прекрасное платье. И она полюбит тебя. Дарите друг другу подарки, и вы полюбите друг друга. Так сказал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Далее, чтобы завоевать сердце своей жены, я прошу, внимательно слушай то, что она говорит. Пророк Мухаммад слушал госпожу Аишу, которая рассказала ему длинную историю об 11 женщинах, каждая из которых рассказывала о своем муже. И пророк все слушал и слушал. Он слушал об Зара, о других женщинах, о той, которая говорила, что ее муж как заяц на ощупь. А пророк все это слушал. Ты обязательно должен выделить время на то, чтобы сидеть с женой и слушать, что она говорит. Также для того, чтобы ты завоевал сердце своей жены, ты должен с почетом относиться к ее семье. Того, кого любит мой любимый, я тоже люблю. Если твоя теща придет к тебе, достань для нее все хорошее, что у тебя есть. Если к тебе придет тесть, дай ему все наилучшее, что у тебя есть. Обращайся с ними с любовью и вежливостью. И она полюбит тебя. Хорошо обращайся с ее родственниками, и она полюбит тебя. И последнее. Советуйся с ней. В вашей жизни происходят разные события. Послушай, что она скажет. Если она скажет истину, если она скажет правду, если ее слова помогут, воспользуйся ими. Пророк Мухаммад в Аль-Худайбии трижды приказал сахабам побрить головы и зарезать жертвенных животных. И никто из них не пошевелился. Он зашел в свою палатку, и там была Саляма. Он повторял: «Люди погибли, люди погибли». Она спросила: «Что же их погубило?» Он ответил: «То-то и то-то. Они не выполняют приказ». Она спросила: «Ты хочешь, чтобы они встали, побрили головы и зарезали животных?» Он ответил: «Да». Она сказала: «Встань, побрей голову, зарежь животных, и ничего никому не говори». И он воспользовался ее советом. Он советовался с ней в вопросе примирения Уммы. Он сделал так, как она посоветовала. Сахабы встали, начали резать жертвенных животных и брить друг другу головы. Хотя до этого они были готовы убивать друг друга. Умма спаслась от гибели из-за бараката завещания с женщиной. Кто советовался с ней? Пророк Мухаммад, господин всех мужчин. Он спрашивал у нее совета, чтобы заставить ее почувствовать, как она ценна для него, что она на самом деле его спутница в этой жизни. Я прошу Всевышнего Аллаха заполнить наши дома любовью и милосердием. О Аллах, сделай так, чтобы наши жены любили нас, и чтобы мы любили наших жен. О Аллах, даруй нам отраду глаз в наших супругах и потомках. О Аллах, сделай наши дома местом спокойствия. О Аллах, сделай наши дома местом спокойствия. О Аллах, отдали от нас раздоры и разногласия. По Твоей милости, о милостивый, о милосердный. Я люблю вас ради Аллаха. Я все сказал. Я прошу прощения у Аллаха для себя и для вас. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение.